Админ Шахбулатов родился 27 декабря 1937 года в селе Урус-Мартан. С детства увлекался музыкой, окончил Республиканское музыкальное училище и 4 курса института имени Гнесиных в Москве. Рано заявил о себе как талантливый музыкант, был у истоков становления у войнахов эстрадного музыкального искусства. Одним из первых профессиональных музыкантов, стал членом Союза композиторов России. Его музыка к драматическим постановкам, вокально-симфонический цикл из чечено-ингушской поэзии, вокально-симфоническая поэма «Разлука», цикл «Северная элегия» на стихи Михаила Лермонтова, романсы на стихи Николая Рубцова, многочисленные фортепианные пьесы, симфонические сочинения, любимы и музыкантами, и слушателями. Лауреат премии Ленинского комсомола республики, лауреат премии Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств России и Чечни, он оставил заметный след в духовной жизни родного края. Он умел ценить дружбу и умел дружить, и люди отвечали ему искренним пониманием и любовью. Авторитет его был высок среди коллег и у нас, и в столице России. Сегодня о Шахбулатове говорят, в числе немногих других он стоял у истоков профессиональной музыки в республике. Тогда же, в начале 60-х, он меньше всего думал о той роли, какая уготована ему судьбой. Однако просто-напросто самоотверженно и самозабвенно работал, писал музыку, концертировал, изучал фольклор родного народа, руководил художественной самодеятельностью. Однако дал современной национальной песне крылья, подготовил слушателя к восприятию развернутых музыкальных форм. Так скажет впоследствии о вкладе композитора в развитие этого жанра журнал «Музыкальная жизнь». Простота и выразительность музыки, ее распевность, национальная почвенность языка, органично впитавшая разнообразие современных ритмов и инструментальных тембров, мажорное светлое восприятие мира, чувство современности предопределили популярность его первых сочинений. Ему присуждается почетное звание заслуженного деятеля искусств ЧССР. Он лауреат Республиканской премии Ленинского комсомола. Свое понимание жанра, свой идеал композитор утверждает настойчиво, упорно. И в этом главная причина жизненности песен Аднана Шахбулатова. Музыкальный фольклор горских народов никогда не давлеет над творческим мышлением композитора. Образы, подчеркнутые из родника народной поэзии, Шахбулатов всегда рассматривает с позиции сегодняшнего дня, привносит в них мысли и чувства человека, живущего на пороге 21 века. В его произведениях симфонического жанра ярко выражено лирико-драматическое начало, в них живет высокий накал чувств. Этим и отличается его музыка. Но подлинной удачей Аднана Шахбулатова стал вокально-симфонический цикл из чечено-ингушской народной поэзии. Обратившись к материалу далекого прошлого, композитор создал созвучное нашему времени произведение, гуманистический пафос которого утверждает красоту сегодняшней жизни. За это произведение и за лирическую кантату «Разлука» на стихи брюссельского поэта Магальяноса Аднан Шахбулатов был удостоен премии Союза композиторов РСФСР. Первой исполнительницей этого произведения была Нина Исакова, большой друг композитора. Круг творческих интересов Шахбулатов не ограничивается музыкой. Он же вовлекается всем, что соприкасается с главным делом его жизни. Любит театр, кино, живопись, литературу. Особую страсть Аднан Макаевич питает к поэзии. Шахбулатов упорно и настойчиво выходит на новый уровень композиторского мышления. У него очень много друзей, и все они неординарные, интересные люди. Шахбулатов создал десятки произведений в разных жанрах для симфонического оркестра, песни, романсы, камерно-инструментальные сочинения. Они стали известны в исполнении известных певцов и инструменталистов многих городов страны. Его симфонии когда-то открывали концерты на съездах композиторов СССР. Немногие знают, что в течение 23 лет Шахбулатов писал музыку, будучи прикованным к постели после тяжелой аварии. Писал, не касаясь стоявшего рядом фортепиано. Начало 60-х годов ознаменовалось возрождением чеченской культуры. Аншлаги в театре, на концертах государственного ансамбля, песни и танцы. И, конечно же, песни Аднана Шахбулатова. Не совсем привычная для чеченского слушателя музыка не оставила равнодушным никого. Молодежь им восхищалась. Были недовольные в лице консервативного старшего поколения. Но вскоре музыка Шахбулатова покорила и их сердца. Именно песенное творчество принесло композитору всеобщее признание и всенародную любовь. Молодые поэты гордились тем, что выбор композитора пал на их стихи. Его песни исполняли Нина Исакова, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Людмила Симонова. И начинающие чеченские исполнители: Маулат Буркаев, Маусар Минсаев, Лейла Мусаева, Имран Усманов, Султан Магомедов, Тамара Дадашева, Сулейман Такаев.
Сказать, что музыка Шахбулатова изменила чеченскую эстраду, значит ничего не сказать. Между тем, легкие для восприятия песни Шахбулатова были сложены в исполнении. Непрофессионалу они давались с трудом. По признанию многих музыкантов, лучшим их исполнителем был Маулат Буркаев. Композитор часто сам аккомпанировал певцу. Без преувеличения можно сказать, влияние эстрадной композиции Шахбулатова на музыкальную Чечено-Ингушетию можно сравнить лишь с влиянием ливерпульской четверки на мировую музыку. Известность и популярность Шахбулатова вышли за границы республики, когда ему не было еще и 30 лет. Но, кажется, слава совсем не интересовала его. На это просто не было времени. Он пишет музыку, песни, сонаты, музыку к спектаклям Чечено-Ингушского драматического театра. Работает много, неистово. Съемки, концерты, записи. У него берут интервью, приглашают на радио, телевидение. Аднан Шахбулатов талантлив, молод, счастлив. Тем временем по другую сторону экрана телевизора в тонкие черты молодого композитора всматривается девушка. Аднан Шахбулатов был руководителем оркестра радио и телевидения. Зоя тоже работала на телевидении. Долгое время они находились в стенах одного здания. 31 мая 1971 года их судьбы пересеклись, а 4 июня он сделал ей предложение, и через 3 месяца они поженились. В 1973 году в городе Орджоникидзе проходил ежегодный конкурс «Пластинка дружбы». Аднан Шахбулатов возглавлял жюри конкурса. В тот вечер, 29 октября, он возвращался в гостиницу поздно ночью. Автомобиль, в котором ехал Шахбулатов, попал в аварию. Все пассажиры отделались царапинами. Все, кроме Аднана. Его выбросило из автомобиля. Компрессионный перелом 7, 8, 9 позвонков. Как приговор прозвучали слова врача. В худшем случае смерть, в лучшем неподвижность. Уже в больнице Зоя услышала от мужа слова, которые она до сих пор вспоминает с волнением. «Уходи, у нас нет детей, и тебя ничто не держит». Она ничего не ответила, лишь отошла в сторону и заплакала. Как он мог думать о ней подобным образом? Еще не раз она услышит этот жалкий призыв к бедству. Не от него, от посторонних и, к сожалению, от родных. Бог свидетель, ни в те дни, ни в один день из долгих 19 лет Зоя не мыслила о разлуке с Аднаном. Мужеству, с которым Шахбулатов встретил свою неподвижность, могли бы позавидовать многие. Были и боль, и отчаяние, но Аднан сумел обуздать их. Бог сохранил подвижность рук и ясность ума, значит, он мог работать как прежде. Почти как прежде. И Аднан благодарил Бога за этого, и еще за то, что рядом была Зоя. Она угадывала каждое его желание, могла проснуться среди ночи, почувствовав, что он приоткрыл глаза. И если он просил 2 часа ночи почитать ему, радовался этой просьбе, как дорогому подарку. Зоя научилась быть его руками, ногами, глазами, жила за двоих. Аднан служил музыке не благодаря, а вопреки всему. Будучи прикованным к кровати, он напишет свои лучшие произведения. Аднан сильно переживал, когда в стране, а затем и в республике начались революционные перемены. Он звонил друзьям, знакомым, узнавал новости. Они приходили в дом Шахбулатова, зная, что неподвижность теперь угнетает Аднана как никогда. Он говорил о том, что чеченцы только пришли в себя. После депортации, что грядет катастрофа. В те дни он увидел странный сон. Он расскажет Зое, что видел Грозный в руинах, а на тех руинах расположился базар. 4 июня 1992 года Зоя почувствовала, что с Аднаном происходит что-то неладное. Она позвала родных. Увидев Аднана в обычном расположении духа, родные посмеялись над страхами женщины. Но на следующий день стало ясно, что Зоя не ошиблась. Она передвинула его кровать ближе к окну, в которое была видна часть крыши соседнего дома, верхушка дерева и небо. Аднан последний раз посмотрел на Зою и навсегда покинул этот мир. У Аднана Шахбулатова осталось много учеников, которые продолжают открывать миру удивительную музыкальную культуру Чечни.